Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. В Государственную Думу России внесен законопроект о запрете микрофинансовой деятельности на территории страны. По словам авторов инициативы, подобные учреждения приводят к катастрофически стремительному росту долгов граждан. Подчеркивается, что за первый квартал прошлого года микрофинансовые организации выдали россиянам 11 миллионов займов на 110 миллиардов рублей. При этом многие клиенты обращаются в микрофинансовые организации из-за низких доходов, а примерно 40% заемщиков имеют просрочку по кредитам. Авторы законопроекта считают, что он способен исключить в работе кредитных организаций ростовщичество, защитить малообеспеченные слои населения от соблазнов, рекламируемых микрофинансовыми организациями, а также добиться косвенного влияния на уменьшение преступности. АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей «Лада» в Европу. Это связано с ужесточением экологических норм в европейских странах, сообщили в АвтоВАЗе, отметив, что в какой-то момент компании придется покинуть европейский рынок на некоторое время. При этом в компании подчеркнули, что не рассматривали Европу в качестве приоритетного региона. АвтоВАЗ делает основную ставку на страны СНГ, Латинскую Америку и Ближний Восток. По итогам 2018 года продажи «Лада» за рубеж возросли на 57% до 38 тысяч штук. Машины поставляются в 34 страны. В прошлом году этот список пополнили Турция, Тунис, Чили и Куба. Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, это позволит снизить стоимость дизельного топлива в среднем еще на 1,5 рубля за литр, прежде всего для сельхозпроизводителей. Держать под контролем рост цен на дизель в России, особенно с учетом начала весенне-полевых работ, поручил президент России Владимир Путин. Накануне стало известно, что правительство смогло договориться с нефтяниками в вопросе стоимости бензина. Стороны условились, что цена на топливо в России не будет расти выше инфляции, а власти будут компенсировать нефтяникам выпадающие доходы из-за повышенных поставок на внутренний рынок. Почти четверть молочной продукции, произведенной в Российской Федерации в прошлом году, является фальсифицированной. Такие данные проверки озвучил Россельхознадзор. С учетом импорта доля сфальсифицированной молочной продукции достигает почти 22%. Одной из основных проблем молочной отрасли остается фальсификация бренда, под который продается готовая продукция. Однако введение обязательной электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» поможет решить эту проблему. В ведомстве отметили, что перед ними стоит задача по снижению объема фальсификации до приемлемого уровня. Это 0,5%. Пока же позитивных сдвигов в молочной отрасли Россельхознадзор не наблюдает. Компания «Алроса», крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, сообщила, что в марте текущего года было реализовано алмазно-бриллиантовой продукции на общую сумму 377 миллионов долларов, что на 9% больше, чем месяцем ранее. Всего за первые 3 месяца этого года «Алроса» продала алмазно-бриллиантовую продукцию на 1 миллиард 4 миллиона долларов. Стоимость реализованного алмазного сырья за 3 месяца составила 988 миллионов долларов, бриллиантов почти 16,5 миллионов. Чтобы разобраться в большом потоке информации в сфере финансовых и социальных услуг, при поддержке правительства Якутии проводится ежегодная специализированная ярмарка. В этом году мероприятие по повышению финансовой грамотности населения проводится уже в 7-й раз по инициативе Министерства финансов Республики. Ежегодно республиканскую ярмарку посещают более 1000 человек, чтобы из первых уст в одном месте найти актуальную информацию о новых продуктах, узнать ответы на свои вопросы по мерам социальной поддержки и защиты населения, а также по льготам, жилищным субсидиям, земельным вопросам, государственной поддержке малого и среднего бизнеса и по многим другим. Для посетителей проводятся различные лекции, бесплатные консультации экспертов налоговой службы, кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов. В этом году ярмарка состоится 12 апреля на площадке торговых рядов «Кружало» города Якутска. В ней принимают участие более 30 организаций, банки, страховые компании, коммерческие, финансовые и государственные структуры. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.